Всем привет! В эфире очередной выпуск новостей колледжа государственной и муниципальной службы. Золотой месяц октябрь встретил нас с прекрасными праздниками. 4 числа вся страна отмечала День войск гражданской обороны МЧС России, а 5 теплые поздравления в свой адрес принимали учителя. В честь этих событий в колледже прошло торжественное мероприятие, где наши курсанты презентовали свое выступление для педагогического состава и приглашенных гостей. Спасибо всем, кто принимал участие в концерте. Также в этом месяце начальник управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике Ольга Николаевна Филиппова в торжественной обстановке вручила председателю регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Удмуртской Республике генерал-майору в отставке Александру Кобзеву документы о создании детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнгвардия», которое осуществляет свою деятельность в том числе и на базе нашего колледжа. В середине октября команда добровольцев от Удмуртского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а по совместительству курсанты групп ЗЧС 311-9 и 211-9 на целый месяц уехали в Москву, где вошли в состав боевого отряда спасателей Юго-Западного округа. На учебно-тренировочной базе ВСКС России курсанты совершенствуют свои навыки, а совместно с профессиональными спасателями дежурят и несут службу. Каждый день учатся новому и под чутким руководством выполняют все нелегкие задания. Это прекрасный опыт для повышения навыков в будущей профессии спасателя. Каждый год на протяжении уже 18 лет в Сочи проходят всероссийские соревнования школьников по регби. В этом году в рамках Кубка Соколова впервые состоялся турнир среди девочек, в котором приняла участие и наша прекрасная половина курсантов. В соревнованиях команда показала неплохой результат, и мы уверены, что у девушек все еще впереди. И в будущем их ждут только грандиозные победы. Стоит отметить, что в этом месяце наши барабанщики открывали городской конкурс хоров ветеранов труда и войны «Поют ветераны». Этот конкурс отличает особая творческая атмосфера, ведь участниками являются люди старшего и пожилого возраста, желающие не только показать свое вокальное мастерство, раскрыв все свои таланты, побороться за призовые места, но и просто пообщаться с единомышленниками. Было очень приятно стать частью этого мероприятия и подарить немного радости ветеранам. 23 октября в нашем колледже прошел День театра. Мы все дружно и с большим удовольствием смотрели спектакль «Пантомиму» «Доброе утро, горожане». Эта прекрасная история посвящена нашим бабушкам. Спасибо вам, театр «Горожане», за прекрасное времяпрепровождение. По традиции в конце месяца состоялся учебный полевой выход «Кругосветка». Курсанты и педагогический состав колледжа прошли около 30 километров, соревновались в перетягивании каната, играли в волейбол, а также участвовали в акции «Чистый берег» от Удмуртского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Вместе мы собрали более 200 килограммов различного мусора. Спасибо каждому, кто принимал участие в акции, мы вами гордимся. А теперь перейдем к новостям наших филиалов. В Республике Марий-Эл 10 октября состоялось первенство по легкоатлетическому кроссу среди средних общеобразовательных учреждений. И, конечно, курсанты нашего колледжа приняли в нем активное участие. В командном забеге девушки заняли призовое 2 место. В личном первенстве 2 место заняла Малышкина Валерия, а 3 – Кузьмина Мария. Поздравляем наших победительниц и желаем им дальнейших успехов! Курсанты филиала колледжа из Ульяновска приняли участие в профориентационной акции «Где родился, там и пригодился» в рамках празднования Дня спасателя. В подготовке и проведении мероприятия мы принимали активное участие. Наши курсанты подготовили презентации про свои профессии – спасатель и работник правоохранительных органов. Школьники задавали очень много интересных вопросов, на которые наши курсанты с удовольствием отвечали. Встреча прошла продуктивно для обеих сторон. На этом у меня все. Подписывайтесь на наши социальные сети, следите за новостями. А с вами была я, Бокарева Кристина. До встречи!